Всем привет! В этом ролике мы разберем некоторые основы работы с 3D принтером на основе модели Flying Bear 4S. К сожалению, мы не можем просто взять понравившуюся модель, отправить на принтер и распечатать, как мы это делаем с обычной бумагой, отправляя ее на принтер. Перед печатью нужно провести некоторые процессы, нужные для того, чтобы принтер понял, что и как ему нужно печатать. Для начала нам потребуется скачать программу Ultimaker Cura. Cura является бесплатным приложением для 3D нарезки моделей. Что такое нарезка? Нарезка — это преобразование модели в формат, который понимает 3D принтер. Далее на примере я покажу, что это такое. Для начала нам нужно скачать программу с данного сайта. То есть переходим во вкладку Software и нажимаем на вкладку. Эта программа бесплатная. Так. После того, как мы ее скачаем, запустим установку, принимаем все, что он нам предлагает, и далее запускаем программу. После запуска у нас выйдет данное меню, где нам предложат выбрать принтер. Но так как у нас данного принтера, то есть модели Flying Bear 4S нету, мы переходим в вкладку Custom, что означает как бы собственный принтер. Нажимаем Next. И далее у нас выйдет такое вот страшное меню. После того, как у вас вышло данное меню, нужно внимательно прочитать инструкцию к принтеру и найти раздел с настройками. Вот так выглядит страница с настройками. И после нужно перенести все настройки в Cura. Я это сделаю за кадром. Увидимся через мгновение. Итак, я перенес все настройки из инструкции. Это очень важно сделать, то есть сделать это как бы с точностью, так как если что-то написано не так, это может привести к неполадке в работе 3D принтера. То есть это очень важно. То есть вот я тут две вкладки, я все заполнил. Далее Next, далее Finish. Это сейчас мы заполнили первичные настройки. Есть еще вторичные. Они тоже не менее важны. То есть здесь у нас наш принтер. Далее здесь мы должны выбрать... Ну, это уже зависит, конечно, от принтера. То есть выбрать материал, какой у вас. И далее выбрать профиль. В моем случае это драфт 0,2 мм. И вот здесь... тоже в соответствии с настройками в инструкции нужно все прописать. Я это тоже сделаю за кадром и вернусь. Итак, я внес все настройки. А сейчас попробуем создать свою собственную модель в программе SketchUp. И дальше сконвертировать ее в нужный принтеру формат. Плейлист с основами работы в данной программе сейчас появится на экране. Я же сейчас попробую создать какую-нибудь простенькую модельку, чтобы распечатать ее.
Так, например, мы вот создали вот такую, ну, допустим, это деталь от чего-то. Далее нам нужно ее сохранить. Но сохранить нужно в определенном формате. Для этого нажимаем «Файл». Далее выбираем не сохранить, а именно «Экспорт». Экспорт как 3D-модель. Далее мы выбираем формат. Здесь нужно выбрать один из двух форматов, которые понимает наша программа, то есть Cura. Это STL и OBJ. Ну, я поставлю STL. Так, на рабочем столе. Назовем это деталь, часть и сохраняем. Вот, экспорт, то есть. Все, экспорт произведен. Далее переходим в нашу программу. Нажимаем вот эту кнопку и выбираем нашу модель, то есть part, и формат у нее STL. Открываем. Здесь она открывается очень огромной, но мы выделяем ее и изменяем размер до очень небольшой. Ну, можно в целом вот так оставить, но я бы ее еще меньше сделал на самом деле. Это вот так. Далее нажимаем Slice, то есть нарезка. 6 грамм у нас найдет на это все. Превью. Вот так он у нас будет печатать эту модель. Далее сохраняем на нашу флешку. Сохранить. Все. Далее перейдем уже непосредственно к печати. В моем случае флешка, она как бы является с SD-картой внутри, и данная модель принимает только SD-карту. Вот, сейчас я ее вставлю и перейдем уже к печати. И вот я вставил SD-карту, и следующее, что нам нужно будет сделать, это откалибровать наш принтер. Для этого у данной модели имеется особый файл, который тоже как бы нужно распечатать. Ну, сейчас выберем нагрев, выберем материал наш, в данном случае PLA, и назад. Далее печать. И вот далее у нас появляется интерфейс нашей флешки. И первое, что нам нужно сделать, это нажать на Enter 3 Bed Leveling. Это является калибровкой. Да, начинаем печать. Здесь можно заметить, что принтер начинает нагреваться, то есть экструдер начинает нагреваться. Экструдер это вот эта вот штука, которая выдавливает пластик. И также происходит нагрев вот этой части самого палета до 60 градусов. Сейчас подождем, пока он нагреется и начнет печатать. А еще важная вещь, перед тем, как он начинает печатать, то есть он нагревается, и при этом немножко пластика как бы выдавливается из нашего экструдера. Для этого присутствуют специальные щипчики, которыми мы должны снимать остатки, точнее вот этот ненужный выдавленный пластик. То есть при печати самое важное — это следить за самой печатью. То есть нельзя оставить принтер просто печатать и не следить за этим. Вот, нагревается. Вернусь, когда он начнет печатать. И вот он у нас нагрелся до нужной температуры и, собственно, начал нашу калибровку. Ну, собственно, он рисует вот такие вот кружочки, которые дают ему некий ориентир.
Ну, вот первые несколько кружочков не получились, но это нормально, для этого как бы и делается калибровка, чтобы в дальнейшем он выдавливал пластик уже нормально. Вот, допустим, нормальный кружочек. Вот. Хорошо, пусть он заканчивает. Вернусь после того, как он закончит, собственно. Так, вот он закончил нашу калибровку. Нужно проверить, нету там ничего лишнего у нас в экструдере. Немножко есть. Мы это убираем, пока оно не застыло. Оп. Ага. Так, вот он закончил печать. И далее с помощью вот такой вот лопатки нужно аккуратненько все это подснять. Так как у нас вот этот палет он нагретый, это не составляет особого труда. Вот. Так вот. Также не рекомендую прикасаться руками к данному экструдеру, он очень горячий. Палет, он нагрет до 60 градусов, ну, как бы его тоже лучше бы не трогать в целях безопасности. Вот здесь еще немножко появилось. Нужно убрать. Ага, окей. Итак, сама печать у нас заняла 3 минуты. Ну, так как это была простая моделька, ну, даже не моделька, как калибровочная такая некоторая, некая настройка, скажем так. Итак, переходим непосредственно к печати нашей созданной модели. Нажимаем нагрев, далее тип пластика, PLA. Дальше выбираем печать. И здесь вот видим нашу деталь. Нажимаем, печать модели, да. Ну и вот. Далее также пойдет нагрев. И после этого модель как бы начнет печататься. И вот наш экструдер и палет уже нагрелись. И моделька поехала печататься. Процесс этот не быстрый. Начинает выводить тут фигуру. Процесс этот не быстрый, поэтому вернусь, когда он уже напечатает. Итак, наша модель закончила, наш принтер закончил печатать. 20 минут это заняло. И получилась у нас, на самом деле, не очень хорошего качества моделька, но это зависит тоже от принтера и от его настроек. В данном случае сам принтер немножко неправильно распечатал. В целом у вас должно все получиться. Так, да, вот тут немножко есть косяк. И вот здесь вот на этом кубе. Но в целом может помочь. Но в целом можно перепечатать модель. Такое это как бы обычная практика. То есть первый раз модель не получилась, второй раз она получится. Но в целом сам процесс он выглядит именно вот так. Итак, на этом все. Всем спасибо за просмотр.